Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатульна и о картине дня. Сегодня дан старт году празднования 1000-столетия официального принятия ислама в Волжской Булгарии. В Казани состоялось расширенное заседание Республиканского оргкомитета. Его правил председатель Рустам Минниханов. Участие приняли представители администрации президента России и духовенства из разных регионов страны. Напомним, указ о праздновании был подписан Владимиром Путиным в апреле 2021 года. Федеральный оргкомитет возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Сегодня на встрече предложили расширить программу празднования, подключиться вся страна. Как пройдет год под знаком 1000-столетия принятия ислама в Волжской Булгарии, расскажет Дмитрий Аренин. Все так совпало. И 1000-столетие, и то, что глава государства Владимир Владимирович Путин уделяет огромное внимание в работе с исламским миром. В ближайший год Татарстану снова будет приковано внимание всей страны и мира. Как отмечают, принятие ислама в Волжской Булгарии стало судьбоносным событием в истории страны. Принятие в 922 году в Волжской Булгарии ислама в качестве государственной религии во многом предопределило формирование уникальной российской цивилизации, соединяющей традиции Запада и Востока. Развитие ислама на территории нашего государства во взаимодействии с православием и другими традиционными религиями заложило прочный фундамент современных отношений, мирного сосуществования и межконфессионального согласия в стране. Это уникальный пример для всего мирового сообщества. По плану Федерального оргкомитета в этом юбилейном году пройдет более 70 мероприятий в различных регионах страны, большая часть в Татарстане. Наиболее крупные – заседания группы стратегического видения России «Исламский мир», более масштабный Казан-саммит и ИСГЕ Булгаржины, 45-е заседание Комитета ЮНЕСКО, закладка в Казани соборной мечети. Их смысл и основная цель в очередной раз продемонстрировать нашим согражданам и мировому сообществу глубину и многогранность истории нашей страны, а также уникальность ее культуры, органично впитавшей в себя широчайшую палитру традиций народов России. Одной из ярчайших красок этой палитры является ислам. Значимость многовековой истории его сопричастности к строительству богатейшего наследия нашей страны переоценить невозможно. У нас есть тот огромный опыт, который наши предки нашли, золотой стержень взаимопонимания, мира и согласия. И всегда этим гордились. И нам есть что сказать народам мира. В рамках празднования состоятся различные научные форумы, семинары, выставки, спектакли и фильмы, чтобы осмыслить прошлое и настоящее мусульман страны и вклад в формирование российской государственности и культуры. Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» проработан вопрос создания сайта, посвященного 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии в домене 1100-летий ислама.рф. Сайт будет вестись на русском, татарском, английском и арабском языках и содержит весь объем медиапродукции, касающейся юбилейной даты. Как отмечают участники, ислам стал одним из факторов, сформировавших уникальную культуру татарского народа. В январе 2021 года мы открыли онлайн-медресе на татарском языке. Мы понимали, что изложение материала на татарском априори сократит аудиторию пользователей. Но интернет-платформа и мобильное приложение этого образовательного ресурса оказались настолько востребованными, что к обучению в онлайн-медресе подключились не только жители Татарстана и России, но и соотечественники стран СНГ, Европы, Австралии, Америки, даже Китая. Хвала Всевышнему, в перечень мероприятий к 1000-столетию включено онлайн-медресе на русском языке. И после его реализации миллионы русскоязычных мусульман из любой точки мира бесплатно, в любое удобное для себя время смогут получить достоверные знания по основам ислама. Одним из центров празднования станет древний город Болгар. Здесь ждут множество гостей со всего мира. Благодаря фонду Возрождения здесь восстановили святыни и построили современную инфраструктуру. Болгар вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прежде всего, конечно, должны сегодня поблагодарить нашего президента Владимира Путина, когда Дмитрий Шарьевич к нему обратился с идеей возрождения. Значит, эта идея не только морально, но и финансово подкреплена через федеральный бюджет. Мы искренне благодарны Владимиру Путину и, конечно же, нашему первому президенту Дмитрию Шаимилову. Давайте поаплодируем, поблагодарим.
Как отметил Минтимер Шаймиев, в год празднования следует обратить внимание на решение всех, даже небольших вопросов, которые волнуют мусульман по всей стране. Даже мелкие вопросы, или место для мечети, или так далее, или для школы. Вот весь мусульманский мир России должен быть подключен для решения больших и малых вопросов нету. Надо приступать, надо начинать поднимать вопросы. Сходу никогда и денег не бывает достаточным, и так далее, и так далее. Но главное, здесь делается, у этого соседа делается, у меня делается. Вот таким образом, это всеобщий подъем должен быть. Сейчас в регионах страны формируют и расширяют свои программы празднования. Мы хотели бы провести презентацию, скажем, обновления исторической мечети города Томска, которая в свое время была ликероводочным заводом в советский период. И знаменательно то, что мусульмане сумели ее возродить заново, вот эту святыню, жемчужину Сибири, как мы ее называем. Мы бы хотели провести не только один форум, а ряд форумов. И мы стараемся обратить внимание не только на жителей столицы, а на жителей районов. Для них это вот маленькое событие, для них это целый праздник. Тысячестолетняя история официального принятия ислама в Волжской Булгарии еще раз показывает, то, что было актуально тогда, актуально и сегодня. Мы нуждаемся друг в друге, и это указывает нам на то, что мы должны возвращаться к тем ценностям, которые были у наших дедов и прадедов. Это дань уважения нашим предкам, определившим жизненный путь народа. И через столько лет мы становимся свидетелями того, что нуждаемся в тех ценностях, которые формировали наши отцы и деды. Я бы хотел, чтобы вот этот дух, который сегодня витал и в ваших выступлениях, и в ваших замыслах, дошел бы до каждой территории, которую вы представляете. Для своих соплеменников, для своих соотечественников. Сегодня презентовали официальный логотип празднования. В нем соединились графическое изображение памятного знака Болгара, открытый Коран и тюльпан. Логотип украсит сувенирную продукцию торжеств. Это тоже важно, чтобы этот юбилей был узнаваем не только в Татарстане, не только в Москве, но и во всех субъектах Российской Федерации и даже за рубежом. План мероприятий 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии будет еще дополняться. Основные торжества состоятся в конце мая. Дмитрий Арин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Перед заседанием оргкомитета в мечети Кул-Шариф состоялось торжественное событие. Здесь приступили к созданию рукописного Корана. Это проект Дум Татарстана. За искусной работой каллиграфа с интересом наблюдали духовные деятели многих регионов страны. Этот проект называют восстановлением утерянных традиций. Именно в Казани в 1803 году начала массово печататься священная книга. Подробнее Алия Харудинова. Звучат священные аяты, каллиграфы благословляют муфтии со всей России, и вот на чистом листе появляются первые буквы Корана. Казанский каллиграф Артур Писаренко, родом из Удмуртии, в детстве увлекался граффити. «Во мне течет 4 крови», — говорит он, — татарская, русская, украинская, удмуртская. Подростком приехал в Казань, чтобы стать программистом. Но судьба связала его с Центром арабской каллиграфии Российского исламского института. Сегодня Артуру 24. Он принял ислам, знает Коран наизусть. История показывает, для таких вещей, возможно, я даже уже и стар, потому что обычно такие большие дела людьми помоложе делались, особенно в исламской традиции. Основные труды и большие какие-то вещи, подвиги писались учеными даже намного младше меня. Книгу будут писать не менее 2 лет, на одну страницу 2 дня. Бумага должна быть гладкой, чтобы легко исправить ошибки, соскоблив букву. Чернила готовит сам каллиграф, они вязкие, как мед. Каллиграфия в мире ислама – это благороднейшее из искусств, и того, кто овладел этим искусством, называют хаттат. Сегодня искусство красивого письма сохраняется. К примеру, шамаили в мусульманских домах – это пример арабской каллиграфии. И многие религиозные здания также украшают каллиграфические надписи. Опыт подготовки рукописного Корана существует во многих исламских странах – Турции, Пакистане, Марокко, Арабских Эмиратах и других. Символично, что в год 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии эту традицию возродили и в Казани. Радуемся уже распоряжением, решением президента нашей страны Владимира Владимировича Путина объявлено о проведении торжественных мероприятий и празднований
тысячелетия принятия ислама древних булгаров в Поволжье и Урале. Написание этого труда является неким доказательством, которое покажет всему миру, что Россия – это часть исламского мира. И не какая-то отсталая передовая часть, что уже много лет при Российском исламском университете работает отдел направления каллиграфии, исламской каллиграфии. И вот у нас уже появились свои хаттаты. Чтобы не допустить канонических ошибок, будут использовать труды Шигабуддина Марджани и Мусы Бигеева. Также хаттату будет помогать всемирно известный мусульманский ученый, богослов, потомок пророка Мухаммеда Махмун ар-Рави, а также муфтии и ученые России. Ценность рукописного Корана оценили и религиозные представители других субъектов России. Это создание нового, уникального, востребованного продукта. Это путь для облегчения в понимании чтения Корана. Ничего святее для мусульман, для нашего народа, конечно, быть не могло. И поэтому, конечно же, всегда старались и красиво, мелодично читать Коран, и красиво писать. И очень большое внимание этому уделялось. В 1803 году именно в Казани начала массово печататься священная книга. В конце прошлого года на пленарном заседании группы стратегического видения России и Исламский мир в Саудовской Аравии было одобрено предложение президента Рустама Минниханова объявить Казань городом первого печатного Корана в мусульманском мире. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Татарстане ждут 4-кратный рост заболеваемости коронавирусом. Об этом во время прямого эфира в соцсетях сообщила вице-премьер Лейла Фазлеева. Она отметила, такое увеличение может быть связано с распространением штамма омикрон. В Татарстане он пока не зарегистрирован, однако первые случаи уже выявлены у соседей в Башкортостане и Оренбургской области. О чем опасен нейроковид, рассказал сегодня профессор КГМУ Эдуард Якупов. Основные симптомы нейроковида. Термин нейроковид уже вошел в практику работы. Происходят не только такие тяжелые осложнения, как инсульт, инфаркт миокарда, тромбоэмболия, легочной артерии, но и депрессия, тревога, учащение панических атак, нарушение сна, когнитивные расстройства, то есть расстройства памяти, снижение работоспособности. Я вижу, что это увеличилось не на проценты, а в разы. Панические атаки после ковид. Что делать? Начинается сердцебиение, появляется неприятное ощущение в области сердца, одышка, нехватка воздуха. Есть простые методы, которые позволят человеку без помощи специалиста, врача справиться. Первый очень простой вариант – подышать в пакет. Обычный целлофановый или бумажный пакет. Попробуйте дышать животом. Вдох, пауза и длинный выдох. Длинный выдох, который дольше, чем вдох. Это поможет вам справиться с панической атакой. Осложнения после нейроковида. Самое неприятное и страшное – это, конечно, инсульт после ковида, с которым я вижу, и вижу это не только у зрелого возраста людей, но и у молодых людей, которые не выполняли предписания врачей после выхода из ковид-госпиталя по поводу профилактического использования антиагрегантных, антикоагулянтных препаратов. Это обязательная позиция, особенно после тяжелого ковида. Нейроковид у детей. Дети не имеют устойчивой нервной системы. Потрясение, и в частности ковида, выбивает их, образно говоря, из седла. В первую очередь у них страдает так называемая автономная, вегетативная нервная система. И вот тут обмороки, тревога, головная боль начинает преследовать этих малышей, подростков. И он бывает. То есть вот ответить здесь коротко, конечно, бывает. И процент сейчас, наверное, с омикроном еще будет увеличиваться. Штамм омикрон может прийти в республику уже в ближайшие несколько дней. Об этом сегодня заявили в республиканском Минздраве. В ведомстве надеются, болезнь будет протекать в легкой форме. Для этого нужна вакцинация. Как она идет, увидел наш ревакцинированный коллега Рамиль Шайдулин. Рушания Салимгараевой 84. Несмотря на возраст, сегодня одной из первых пришла на прививку. На выбор все виды препарата. Сегодня у нее ревакцинация. Не хочется умирать. Болит-то не больно-то хорошо. Легче, не легче, все равно же трудное время.
У пенсионерки в том году тяжело переболели сваха и зять, лежали в реанимации. Переболела и сама, но в легкой форме. Она уверена, что вакцинация помогла. Для Рафаэля Зиганшина это первая прививка. Вокруг меня уже либо все привились, либо все переболели, как-то меня обошло. Поток желающих вакцинироваться, говорят врачи, в этом пункте снижался только в новогодние праздники. Сейчас снова рост. Сейчас в основном приходят на второй компонент вакцины и ревакцинацию. Все, кто переболел более 6 месяцев назад и кто вакцинировался, мы всех приглашаем на ревакцинацию. Ревакцинироваться может каждый, у кого прошло минимум полгода с момента последней прививки, что, пожалуй, сделаю и я. У меня как раз подошел срок. Ощущения те же. О важности вакцинации и ревакцинации вновь напоминают в связи с новым штаммом омикрон. Республика готова к борьбе с ним. Об этом накануне Рустам Минниханов доложил Михаилу Мишустину, подчеркнув, что для вакцинации созданы все условия. Подготовлены обсерваторы, имеются специально отведенные боксы инфекционных больниц. Мы также готовы своевременно развернуть дополнительные инфекционные койки. Кроме этого еще в международных аэропортах Казани и Гебешево проводится тестирование лиц, прибывших из стран, где выявляется новый штамм коронавируса омикрон. Татарстанские медики уже в ожидании омикрона. Я так полагаю, что это вопрос ближайших недель, может быть даже нескольких дней. По крайней мере, вакцинированные люди болеют коронавирусной инфекцией, вызванной штаммом омикрон, в более легкой форме, то есть в основном доминируют легкие формы, меньше больных нуждаются в госпитализации. Пока в республике прививки сделали почти 2 миллиона 300 тысяч татарстанцев. Второй компонент получили чуть меньше 1 900 000. 140 тысяч жителей республики прошли повторную вакцинацию. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. 6 случаев отравления угарным газом в Татарстане, и это только с начала года. Для сравнения, в прошлом за аналогичный период произошло всего 3. Причиной ЧП сотрудники аварийных служб называют человеческий фактор. Что нельзя делать, если в доме установлена газовая колонка, и чем опасна принудительная вытяжка? Подробности в следующем материале. А там семья вообще двое детишек, получается, да? Последний день каникул едва не обернулся трагедией для семьи из Казани. ЧП произошло в этой хрущевке на улице Дементьева. Угарным газом отравились 3 взрослые и 2 ребенка. Одному год, другому 5 лет. Из-за молчаливого убийцы, так называют угарный газ, в больницу перед Новым годом попали 2 взрослых и 4-летний ребенок, проживающий в Дербышках. В доме по улице Советской за последние полгода вентиляцию проверяли 4 раза, но в квартиру к пострадавшей семье так и не попали. А это улица Короленко. Здесь в начале декабря из-за газа погибла супружеская пара 73-го и 76-го года рождения. Только с начала года в Татарстане произошло уже 6 случаев отравления угарным газом. 2 человека погибло, 11 пострадали. И по данным Горгаза, в большинстве происшествий виноваты были сами жители. Неправильно эксплуатировали газовое оборудование. Казань Горгаз, техническое обслуживание. Здравствуйте, можно пройти? Добрый вечер, проходите. Правила понятны. Не устанавливать и не демонтировать газовое оборудование самостоятельно. Это должны делать специалисты. Обязательно открывать форточку или окно при работающей плите или колонке. Не закрывать шкафами и панелями воздуховода и колонки. И лучше отказаться от установки принудительной вытяжки, которая монтируется в вентканал и часто располагается над плитой. Когда устанавливают принудительную вытяжку, к сожалению, ставят вот эти через гофру, закрывают вентканал. Соответственно, когда пользуешься колонкой и параллельно же то же самое включается принудительная вытяжка, тяги нормально быть в принципе не может. Потому что приток воздуха, как правило, зимой очень плохой. Окна закрывают, соответственно, воздух убраться неоткуда. Вытяжка над плитой по правилам безопасности категорически не должна монтироваться в вентканал. Когда хозяйка включает ее при герметично закрытом пластиковом окне, трагедии не миновать. Потому газовщики советуют покупать вытяжку с угольными фильтрами. Они автономные и поглощают все запахи. Но окна все равно лучше держать открытыми. Еще один важный нюанс – нельзя включать принудительную вентиляцию в санузле, если работает газовая колонка. Это тоже может спровоцировать обратную тягу и привести к трагедии. Очень часто еще устанавливают не только на кухне, еще в ванных комнатах даже запрещено устанавливать эти вентиляторы на вентиляционные каналы.
Это, получается, нарушаем естественный приток воздуха. И при включении принудительной вытяжки получается на колонке обратная тяга. Соответственно, все отработанные газы выходят обратно в помещение. Угарный газ, как известно, не имеет ни запаха, ни цвета и ни вкуса. При утечке газа первые симптомы отравления – ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение. Обычно это связывают с усталостью. Но если работают газовые приборы, отнеситесь к этому внимательнее. Юлия Гоголева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. У казанских пассажиров возникли проблемы с возвратом ЖД-билетов. Почему нельзя вернуть деньги за билеты на поезда дальнего следования, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в России профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. От имени правительства Татарстана, ветеранов и сотрудников службы сегодня поздравил Алексей Песошин. Институт прокурорского надзора появился в России 300 лет назад, поэтому этот год юбилейный. Премьер выразил искреннюю благодарность за нелегкий, но благородный труд всем сотрудникам прокуратуры. Пусть почетное звание стражей закона придает вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач, говорится в тексте официального поздравления. Сегодня в Казанском Кремле чествовали в буквальном смысле высоких гостей. Рустам Минниханов наградил сразу 2 столичных волейбольных клуба – мужской «Зенит» и женский «Динамо Акбарс». В декабре они выиграли Кубок страны. Какой подарок вручили президенту и как игроки подбирали гардероб для торжественного события, расскажет Рамиль Галиуллин. Ради этих эмоций команда трудится весь сезон. Так, в декабре казанские волейболисты подарили татарстанцам двойной повод для радости. С разницей в 2 дня обладателями Кубка страны стали представительницы «Динамо Акбарс» и их коллеги из «Зенита». Памятные медали и кубок вручается президенту Республики Татарстан. Высоких гостей с не менее высокими наградами сегодня принимает Рустам Минниханов. Это золотые медали и кубок сразу 2 казанских команд. Президент благодарит спортсменов за победы. Благодаря достижениям наших профессиональных клубов волейбол в республике получил импульс к дальнейшему развитию. Становится все более популярным. Мы внимательно следили за вашими выступлениями и искренне радовались успехам. Мы гордимся вашими победами. Бигзур рахмат сизга, вы большие молодцы. Для «Зенита» кубок стал рекордным 10-м. 26 декабря в финале в 3 партиях казанцы переиграли соперников из московского «Динамо». Фееричным получился финал и у девушек. 2 дня спустя наши волейболистки тоже в сухую обыграли действующих чемпионов страны «Локомотив». Для «Динамо Акбарс» кубок стал 7-м в истории и 3-м подряд. Но каждый новый трофей – это очередной повод для гордости, говорят наставники. После того, как ребята выиграли этот кубок, я помню, что такая ответственность, конечно, уже легла и на нас. Это было... Девочки говорят, что это являлось какой-то мотивацией, конечно, безусловно, да, но в какой-то степени это уже и давило. Задачи, они не меняются никогда, да, то есть вот сколько я в Казани нахожусь, и до меня, я знаю, да, то есть цели всегда были самые максимальные, вот, это побеждать на любом турнире. Собираются команды все вместе в Кремле не впервые. Двойной повод для радости был в 2019 году. Клубы выиграли Кубок страны практически одновременно, с разницей в 1 час. Однако в этот раз дресс-код встречи с президентом другой, признаются игроки. Нас вчера предупредили, что на данном мероприятии хотим отойти от спортивного стиля, и у нас полкоманды встретилась в магазине мужских рубашек. Очень часто в спортивном, и для «Зенита» видеть нас в таком виде, там, и для руководства, все равно такая тоже редкость, радость и красота. Наши команды давно закрепились на волейбольном небосклоне. Кубок России стал 35-м трофеем в истории «Зенита». Для девушек из «Динамо» 25-м. В знак признания, благодарность и денежные сертификаты клубам от Рустама Минниханова. Впереди у команд не менее напряженная борьба за очередные титулы. Коллективы продолжают сражения на международной арене и чемпионате России. К слову, в последнем турнире обе команды идут на 1-м месте. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. 10-й этап ралли-марафона «Дакар» завершился победой спортсменов КамАЗ-Мастер. Дмитрий Сотников финишировал 1-м, за ним Эдуард Николаев и Андрей Каргинов. Антон Шибалов стал 5-м. В общем зачете «Синяя армада» безоговорочно лидирует, занимая первые 4 строчки. Основная интрига гонки разворачивается между экипажами Сотникова и Николаева. Осталось 2 этапа. Кто же поднимет над головой золотых бедуинов? Алмаз Гафиятов.
Лидеры тоже спотыкаются. Лопнувшие колеса на любом этапе становятся привычным явлением. Потерянные минуты могут отразиться на итоговых результатах. Видели, что до нейтрализации пробил заднее колесо Андрей Каргинов. Дима Сотников видели, что не сразу взял точку. Мы его в этот момент накатили, посигналили, он пропустил и пошли вперед. И так практически ехали до финиша. Я видел сзади, что Дима едет и в песках. Пески около 10 километров, наверное, были. После 3000 километров спецучастков в грузовом зачете первое и второе места разделяют всего 9 минут. История знает немало случаев, когда записные фавориты сходили с дистанции в самый ответственный момент. Ехали быстро, аккуратно, по камням, то есть и понимали, что на лидирующих позициях едем. И все, уже выход из камней, по 30 километров, проехали по камням и накатили баги, и в пыли баги. Уже на выходе последний камень лежал, и задели в пыли его, проткнули колесо, остановились на замену. Но все равно ошибка, нужно было все-таки удостовериться, что дорога чистая. Пока тройка лидеров выглядит следующим образом. Первый Дмитрий Сотников, на второй строчке Эдуард Николаев. Замыкает тройку Антон Шибалов. Самый титулованный из них Николаев, выигравший Дакар 5 раз. У Сотникова одна победа, Шибалов пока был только призером. Пришлось сделать петлю, там была скрытая точка в самом начале, немножко курсом забрали правее, пришлось крутнуться. Пока крутнулись, видели, что Андрей Каргинов уже подъехал, но мы его пропустили, поехали за ним. Видимо, за Андреем уже ехал Эдуард и тоже начал звонить, пришлось его пропустить. Ну а сегодняшний день был очень быстрым и в основном шли между каньонов. Впереди еще 2 этапа. Финиш запланирован на 14 января в городе Джидда. Смогут ли спортсмены команды КамАЗ-Мастер повторить триумфальный пьедестал 2021 года, узнаем в пятницу. Алмаз Гафиятов, ТНВ, Саудовская Аравия. А на этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. В санатории Шифалы-Суижминводы разработана специальная программа для людей золотого возраста. Вы почувствуете, как жизнь заиграет яркими красками. Абсолютно новые Nissan Qashqai и Nissan X-Trail в автоцентре РРТ. В январе с выгодой до 150 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Звоните 212 30 10. Хирургическое лечение в стационаре «Здоровье семьи». Высококвалифицированные хирурги. Современные операционные, комфортные палаты. Казань, 2-я юго-западная, 35. Видеть все краски жизни. В клинике глазная хирургия расческов. Мировой стандарт лечения катаракты. Операция – ответственный шаг. Требуется консультация хорошего специалиста. В студии София Егорова. Здравствуйте. Компания «Данил Мастер» поздравляет вас с наступившим Новым годом и дарит возможность заказать корпусную мебель в рассрочку от 6 до 12 месяцев без переплат. Звоните 2-167-166. Новые порции осадков ожидаются в Татарстане. Подробности о погоде в нашем прогнозе. По данным сервиса Яндекс.Погода, Бугульме, Баблаха и Азнакаева. Облачная погода сохранится. Пройдет снег, к вечеру он усилится. А температура станет чуть выше, минус 12. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге снег, вечером местами метель и до минус 8-9 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши днем небольшая метель и минус 10. К вечеру снег перестанет идти и похолодает до минус 12. В Арске, Кукмаре и Валтаси облачно и снежно, минус 7-8 градусов днем, ночью подморозит. В Болгаре, Дрожжином и Буинске мороз станет мягче, минус 5-6 градусов, пройдет снег. В Альметьевске, Чистополе, Младыше облачно, снежно и минус 8-10 градусов днем. В пятницу снег усилится, местами возможна метель, а температура на пару градусов станет ниже. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в «Доктор Рост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте.
Сан-Чи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Сан-Чи – источник энергии и долголетия. Спрашивайте в аптеках Farmland. В Казани облачно, снежно, вечером местами метель. Ночью минус 12, днем около 8 мороза. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. В канун праздника Старого Нового года принято загадывать желания. Все загаданное в это время обязательно должно исполниться в ближайшем будущем. Не упустите шанс и верьте в чудеса. На этом наш выпуск завершен. До свидания.